Я по бережку похаживала, Чернобыль траву соламливала, Чернобыль траву соламливала, гуси лебеди соганивала, гуси лебеди соганивала, тига гуси, тига сердце воды. Эх, тига гуси, тига сердце воды, чай вы гусь принаплавалися, эх, чай вы гуси принаплавалися, а я млада принаплакалася, эх, а я млада принаплакалася, наплакалась, нарыдалась молода, эх, наплакалась, нарыдалась молода, давно с милым не видал 3 года. Эх, давно с милым не видал 3 года, погоню я гусей лебеди домой. Сегодня программа «Каравай» в Новошишминском районе, в Черемуховой Слободе. Вместе со студентами Казанского государственного института культуры мы проходим фольклорную практику. А вернее, наблюдаем за тем, как происходит запись уходящей традиции. Студенты Казанского государственного института культуры приехали в любимую нами уже Черемуховую Слободу Новошишминского района Республики Татарстан. Здесь проходит наша фольклорная этнографическая практика. Мы встречаемся с носителями культуры, ласково мы их называем бабушки, и записываем песни, расспрашиваем об обрядах, расспрашиваем. Нам интересно сейчас все. Как жили, какие блюда были на столе, как топили печку, как общаться мужчине и женщине. Ну, очень разные вопросы на самом деле можно задавать, и они откровенно отвечают. Это бывает тоже не всегда, потому что у нас есть доверие, у нас есть контакт уже с носителями культуры традиционной Черемуховой Слободы. И вот на такие, как сказать, вопросы очень сокровенные, наверное, они отвечают. И ты для себя, как человек, уже современный человек, который живет в 21 веке, на многие вопросы, на многие проблемы смотришь совершенно по-другому. Я думаю, это очень ценно, потому что нам не только записать песню, не только ее выучить, а вообще узнать о жизни глубинки, деревни, как жили, какие традиции были. Поэтому вот такая фольклорно-этнографическая практика, мы очень рады, что она у нас есть, и мы с удовольствием выезжаем, стараемся выезжать. Ой, маменька, барашек у ворот, и ой, родимый барашек у ворот. Молчи, любима дочь, припусти барана в ночи, пусть барашек приночи, пусть кудрявый привыкает. Ой, маменька, барашка на крыльцо, ой, родимый барашек на крыльцо. Молчи, любима дочь, припусти барана в ночь, пусть барашек приночи, пусть кудрявый привыкает. Ой, маменька, барашка на кровать, ой, родимый барашка на кровать. Молчи, любима дочь, припусти барану, пусть барашек приночует, пусть кудрявый привыкает. Для вас это не первая экспедиция. Сколько всего было таких фольклорных экспедиций? В моей жизни было 4 фольклорных экспедиции. Когда я уже была студенткой, я ездила от института практика, также ездила в рамках фестиваля «Высокий берег». Мы тоже ездили с народным хором. И была поездка домой, экспедиция во время пандемии. Эта экспедиция очень теплая, бабушки все открытые, поют постоянно, их даже не надо просить, потому что бывали такие случаи, когда ты приезжаешь в экспедицию и вытягиваешь информацию. Многие не помнят текст песен. Эти бабушки вообще классные, задорные, много песен знают, частушек. Так что эта экспедиция, наверное, самая запоминающаяся на данный момент. Эти бабушки действительно нам очень раскрылись, из них действительно не нужно вытягивать информацию, они прям рассказывают и рассказывают такие вещи, которые ты порой не знаешь. И это очень ценно для нас, для всех студентов. Вот я из печки достала заслонку. Заслонка же это, правильно? Заслонка. Но говорят, что можно было использовать не только в печи, а когда вот там гармошки нет или балалайки нет, то можно было и что-то как-то... Заслонку плясать можно было, конечно. Плясать можно было? Плясать можно. На заслонку вставали и плясали. Гулять, когда пьют, которые пьяны хотели, на заслонке тогда плясали. Плясать на заслонке? Не пили вино. А играть-то можно на ней поиграть? Тетя Мороз, сыграйте? Покажите нам? Держите. Держи. Сыграй, пожалуйста. Мой залетчик, шофер, я его стажерочка, незаконно езжа на флоту ухажерочка, а воспитание залетчик царила, доставила, я пелся, самой гулять хотелся. И
весело жили, пели, плясали, да? Жизнь была плохая, но был весело. Вечерки Веселая сидели. была жизнь. Все да, кругом правда. это плясали, бедно, но пели. хорошо. Ой, весело было. А на вечерках-то как это вы плясали, И играли? вечерка на лавочках у двора сидели. Подгорный играй ты и пляшем. И подгорную цыганочку, Ты и барыню. подгорный, да еще подгорный, да давай залетка расставаться. Кто за этим погонится? А сейчас мы на гармошке сыграем. Попляшем немножко. Барыня Еленик, сударыня Еленик, повадился меленик, каждый понедельник. Я иду, они стоят, лейтенанты на лугу. Я уж тут растерялся, я уж тут не могу. На горе второй бригаде два подкидыша лежат. Одному лет 48, а другому 50. Барыня Ельник, сударыня Мельник, повалился мельник, да каждый понедельник. Мы не первый раз приезжаем в Черемухову Слободу и знаем, что село не только богато песенными традициями, но и здесь очень много сохранилось обрядовой выпечки. И сегодня мы в гостях у Любовь Григорьевны, которая нам расскажет, как же на праздники какую выпечку выпекали, потому что мы знаем, и кресты у вас пекли, Да, да? это кресты. Жаворонки, вот расскажите. Да, кресты пекли, сердокрестья, бывает половина поста. Вот кресты пекли. Кресты пекли. Да, разные зернышки, овес там, ну, в общем, всякие. А для чего это туда ложили? Ну, для, как говорят, для интереса, где копей, а маленькие были интересно было. Вот нас мама напечет это вот. Боялись, кому с палочкой попадет. А что там? С палочкой попадет, палочку клали, умрешь. А если денежка? А если Денежка богатый будешь. денежка богатый будешь? Это лучше, да? Да. А как тесто готовили? Вы нам вот сейчас тесто лежит. Тесто, Это для кресты можно делать из него, да? все можно делать. Давайте. Тесто готово. А жаворонки пекли 40 святых, 22 марта. Жаворонки делали. Как это у нас мама делала, я и так всегда делаю. Разрезаете, да? Крылышки делаем. Крылышки. И хвостик получится, наверное. Да. Вот так загибаем. Назад их загибаете, да? Да, вот это крылышки полетели. Жаворонки. Вот и жаворонки наши. Вот это жаворонки. А у вас еще, я знаю, что делали лесенцы. Лестницы, да, это в вербную субботу. Вербную субботу. Да, лесенки. Как Лазареву субботу бывает. Это лесенцы делаете, да? Вот лесенка. Большие такие они, да? А что символизирует вот лестница? Что значит? Ну, тоже для чего? Ну, как обычай был, я не знаю, обряд такой был. Когда пекли? И Да, когда лестницы-то пекли? в вербную субботу. Вербную субботу. Да, за вербой лазить, чтобы. Да, а в воскресенье святили. Да, вот таким способом. Раньше ведь жили, церковь ведь не было. А вот это 6 церквей есть. А мы же родились в советское время. Не было церкви. Ну, родители вот помнили про эти праздники, да? Да, а как же, всегда помнили. У нас всегда. Ну, бывало, жили без Бога, как говорится, никуда. У нас слава лезаш, молишься Богу. И маме, папе спасибо. Вот, это лесенки. А кресты как? Сделаем мы кресты. Сердокрестие, это в среду пост. Ага. Главное дело, кто первый берет под стол, помнишь, папа же моего. Ну-ка, девчонки, ну, он все меня. Ну, Клюбенко, лезь под стол. А зачем? Сегодня пост ломаться будет. Да. Ага, залезь под стол. Скалкой вот так, сток. Что? Трещит? Пост ломается, Пост да? ломаться, да, наполовину. Вот сердокрестие было. Это что, зернышки у вас тут? Это горох вот. Горох.
Вот середку вот так вот горох. Если мне с горохом попадется, то что? Ничего. Хорошая жизнь у меня Да, будет? хорошую жизнь. С хлебом будешь. С хлебушком будешь. А уж, ой, у нас сестра была, и как шепка ей попадется. Ой, только мне даете это все. Нарочно. Вот так вот клали. Щепочки. Если щепочка попадется, плохо, да? Да. Это все, умрешь. Как гробик, что ли? А? Да. Умрешь. Вот. Вы ведь не боялись тоже, да? Нет. Все равно ложили щепку. Всё, И клали, деньги. всегда клали. Всегда. Вот, сюрприз. Печку вот затопляю, там дрова. Вот бумажки кладу. Сейчас разжигать буду. Вот. Ай, давайте, поехали. Вот. Вот они. Печки. Очень ценно, что в Черемуховой Слободе помнят, когда и что, на какие праздники нужно было печь. Это и кресты на Средокрестие, это и жаворонки на Сороки, это и лесенцы на Вербное воскресенье. Также они могут нам рассказать, как готовят кисель. Это обрядовое тоже блюдо, поминальное блюдо, когда вспоминают родственников. И это не в нашем представлении, что кисель это что-то такое жидкое, и можно просто пить. А нет, это действительно очень блюдо, которое готовится долго. Кисель, от слова киснуть должно это тесто, вымешивается, вываривается, и получается достаточно плотное такая консистенция, которую даже можно разрезать. И заливается все это сытой, сладкой водой, вода с медом. Вот. И сегодня нам было очень интересно узнать, как же это все готовится. И что получается, и даже такой момент интересный, что в крестики ложили разные предметы, семена, да, горошек, монетку, чтобы можно было погадать, что же тебя ждет. Это всегда интересно. Говорят про меня, не умею хлеб печь. Ох, диковина какая, на лопату, да и в печь. Достаем. О, Испеклись. вот они, лестники, кудесники. Когда ты приезжаешь в первую экспедицию, надо сказать вам, что не всегда все становится явным. И о блюдах об этих традиционных мы узнали, общаясь с бабушками более 4 лет. Был какой-то праздник, раз они привозят лесенцы. Мы говорим, а почему? Ну, сегодня Вербное воскресенье, вот лесенцы, чтобы подняться там на небушко. Хорошо, в следующий раз приезжаем, у них кресты. Почему кресты? А у нас так было принято. И мы начали интересоваться. И оказалось, что и кисель готовили, тоже мы у них попробовали, был праздник, нужно было поминать родных. То есть вот это невозможно, наверное, опросить все за одну экспедицию. Поэтому мы с ними очень дружим, общаемся, и вот всплывают такие интересные факты традиционной культуры. И это очень ценно. О, значит, девочки, Ты сегодня стряпаешь, что же? стряпаю, Валя. Кому что попало? Мне палочка попалась. Палочка попала. Что это значит? Умрешь. А мне горошек. А у меня ничего. А мне тоже горох. А мне что? Хорошая жизнь будет. Может, я просто перерожусь? Вот кто счастливый. Вон денежка попала. Богатая будет. Богатый будет. У меня ничего. А у вас зернышко. Урожайный год будет. Изюм попался. А у меня-то что? Хороший год. Вот это горох. Хороший тоже будет урожайный. Хороший год. Вкусно? Спасибо. Спасибо. Мы продолжатели рода нашей рябинушки, значит, нашего фольклора, нашей слободы Черемуховой. Мы все здесь родились, выросли с нашими песнями, с нашими танцами, с нашими обычаями. И от наших бабушек мы принимаем песни и учимся петь и передаем поколению своему. Еще у нас есть маленькие детки Рябинка, тоже они у нас принимают наши песни, поют. Детки наши учатся, также ездят.
Но сейчас мы хотим вам тоже исполнить песню, которую мы исполняем вместе с бабушками с нашими. Ну, постараемся без них спеть. Ты утушка луговая, да ты утушка луговая, да ой, луговая, да ой, луговая, ты серая полевая, да ты серая полевая, да ой, полевая, да ой, полевая. Где ж ты ночку ночевала, да где ж ты ночку ночевала, да ой, ночевала, да ой, ночевала, спала ночку в лесочке, да спала ночку в лесочке, да ой, в лесочке, да ой, в лесочке, под ракитовым кусточком, да под ракитовым кусточком, да ой, под кусточком, да ой, под кусточком, там шли-прошли молодые, да там шли-прошли молодые, да ой, молодые, да ой, молодые, солдатики удалые, да солдатики удалые, да ой, удалые, да ой, удалые. Мы учимся, конечно, на хормейстера, но если это ляжет в душу, если мы сможем, потому что это сложная работа, во-первых, поездки, нужно организовать, нужно договариваться, то надеемся, что будем этим заниматься всю Самое свою жизнь. главное, нужно найти информантов. Сейчас это достаточно тяжело, и в основном уже все уходят из жизни, и остаются очень-очень мало информантов. И вообще, как сказать, фольклорист — это, наверное, даже не профессия, это призвание, потому что это должно идти от сердца, от души, так как если ты не любишь это дело и не живешь этим, ты не сможешь собрать хороший материал, не сможешь даже расположить к себе людей, потому что бабушки ведь они тоже не всем открываются, не для всех будут петь, что-то рассказывать. Вот, этим нужно жить. Посеяли огурчики близко над водою, посеяли огурчики близко над водою, рости, рости, огурчики в 4 листочка, рости, рости, огурчики в 4 листочка. Не видела я милого 4 годочка, не видела я милого 4 годочка. Приехали к девчине 3 казака в гости, приехали к девчине 3 казака в гости. Один казак коня ведет, другой казак вяжет, третий казак в ходу идет, добрый вечер скажет, добрый вечер, старый
я пить, у вас вода очень тепла, не буду я пить, у вас, девка, очень страшно, не буду любить, у вас, девка, очень страшно, не буду любить. Фольклор – это большая часть нашей и ребят будущей профессии, потому что, не зная традиций, не зная фольклора, мы делаем большой упор еще на то, чтобы собирать местный фольклорный материал. И вот Элиза сказала, что была экспедиция домой, это во время пандемии, когда каждый из девочек находился в своем доме, в своем родном селе, городе, в разных местах они проживают, и они записывали именно своих бабушек, тех людей, они интересовались своей культурой, да, и многие для себя, наверное, открыли своих родственников, бабушек совсем с другой стороны. А самое главное, всегда говорим, этот материал нужно петь. Не просто записали, положили на полку, и он где-то там, не знаю, в архивах пылится. Этот материал нужно разучивать, петь, тогда традиция будет жить. Соловей кукушку уговорила, полетим кукушка в темненький лесок. Полетим кукушка в темненький лесок. Зовем мы кукушка, теплая гнездышко. Зовем мы кукушка, теплая гнездышко. Снесем мы кукушка, два яичечка. Несем мы кукушка, два яичечка. Выведем кукушка, два детеныша. Выведем кукушка, два детеныша. Тебе кукурёнка, а мне соловья. Тебе кукурёнка, а мне соловья. Тебе для потехи, а мне для пенья. Все. Тебе для потехи, а